Началось все задолго до того, как я попала в милицию. За 3 года ситуация в нашей семье очень ухудшилась. Хотя я не могу сказать, что до этого мы жили хорошо. В семье всегда присутствовало домашнее насилие. Супруг поднимал руку на меня и на наших деток. У нас 5 детей. Все дети его, то есть он отец для всех детей. Старшему сыну 16 лет, маленькому 4 годика. На тот момент было. Сейчас ему исполнилось уже 5. Просто настал тот момент, 22 апреля, когда просто мы уже не смогли больше терпеть. Ни дети, ни я. Просто уже точка кипения, точка невозврата, когда нужно было уже решаться и действовать. Он очень сильно унижал и избивал старшего сына. Он очень сильно избивал малыша маленького. Он его очень сильно бил по голове. Было такое, что малыш даже падал. Сына он очень сильно унижал. Настолько унижал, что ребенок был просто на грани нервного срыва и несколько раз на грани суицида, потому что унижения были страшные со стороны отца. И побои, чуть ли не каждодневные побои, он его очень сильно избивал. За это он уже отбыл срок, то есть государство его за это наказало на 7 суток. Теперь он, помимо домашнего насилия, он приставал к нашим дочкам, к нашим девочкам. У нас 3 дочки. Он домогался до них. И домогался очень сильно. И это прогрессировало с каждым месяцем. Старшей дочке сейчас 15 лет. Она все очень тяжело переживала. И последние 2 года просто она настолько закрылась, настолько в себя ушла, настолько просто стала закрытой от всех. Она очень тяжело это все переживала, но она мало об этом говорила. Она немного рассказывала брату старшему. И брат тогда пытался ее защитить перед отцом, за что очень сильно получал. А мне она очень много чего не говорила. Но мне достаточно того, что я сама видела, но я никак не могла на это влиять. Из-за страха перед мужем, и из-за того, что постоянно было внушение, что я какая-то не такая. Он меня пугал, что меня обязательно лишат родительских прав, если я об этом буду говорить, потому что я ненормальная, я неполноценная, я глупая, что абсолютно неправильное мышление у меня. Страх был потерять детей, и страх был потерять семью. Были такие моменты, когда мой супруг просто брал всех детей и вел в баню. Он полностью раздевался сам, он раздевал детей, он требовал от них, чтобы они все были раздеты вместе. И он садил на себя раздетого наших девочек, он терся об них, он обнимал их. Это все происходило в бане на глазах также старшего сына. И старший сын тогда ему что-то начал высказывать, говорить, он мне начал говорить. Он начал просто недовольное лицо делать, папе всячески намекать, что это ненормально. И за это отец его прям возненавидел. Потому что последний год он его очень сильно бил. Он грозился просто сдать его в армию, выгнать его из дома. Зачастую он его выгонял зимой из дома, просто говорил: иди. И ребенок, когда я была на работе, просто ходил по речке. У нас у дома недалеко речка, он просто там ходил раздетый в одной рубашке, потому что его выгнал отец. Это было просто отношение не то, что как к рабу, я не знаю, как к собаке он к нему относился. Это очень было больно мне терпеть, как маме. Но я многого не видела, он много всего позволял именно когда я была на работе. Тогда отношение к сыну становилось еще более жестоким. Тогда он с девочками себе позволял еще более страшные вещи, нежели когда я видела. Первые какие-то звоночки лет 5 назад случились. Он начал с радостью подмывать девчонок, он начал как-то, не стесняясь при них, находиться раздетым. До этого такого я не наблюдала, но потом вот так это началось. Он говорил якобы от своей знакомой женщины, он где-то услышал, что в баню все вместе ходят раздеты. Ему эта идея очень понравилась, он сразу зацепился за эту идею, он заставлял всю семью просто ходить в баню раздетыми, находиться при друг друге обнаженными. И я очень сильно противилась. Мне просто все кипело, и я сама из образованной, воспитанной семьи, для меня это была просто дикость, и я не знала,
как мне с этим жить. И я всегда вставала против, но это заканчивалось большим скандалом. И муж не раз обвинял меня в том, что я извращенка, если я так думаю, если я думаю, что он что-то может испытывать сексуальное к своим девочкам. Он меня обвинял, что я неправильная, что я нехорошая. Они были абсолютно голые, он заставлял девочек и сыновей также раздеваться. Ну, к сыновей он меньше требовал с мальчиков, нежели с девочек. Его не интересовали наши голые сыновья, в отличие от девочек. В бане они мылись по 2-3 часа. Это было очень долго каждый раз. Он просто подходил сзади, массажировал ей грудь и говорил: видишь, мама твоя о тебе не заботится. Мама тебе так не делает, поэтому привыкай, я буду тебе так делать. И дочка ей очень было это некомфортно, ей было очень плохо от этого, но она думала, что действительно мама этого не делает, и кто-то это должен делать, поэтому делает так. Девочек он постоянно заставлял ходить раздетыми. Допустим, когда они помоются, вечером им надо идти спать, он заставлял, чтобы они по всему дому шли просто абсолютно раздетые к нему и целовали его, потом ложились уже только в кровати. Когда они уже лягут в кровати, он включал мультфильмы, и он просто звал их к себе на диван, и просто он их обнимал. И просто они вместе лежали и смотрели мультфильмы. В тот момент мне было очень плохо, очень больно. Я никак не могла на это повлиять, потому что все обвинения сразу на меня были тогда, что ты неправильная, ты извращенка, почему ты думаешь сразу о чем-то порочном. После этого я уходила просто в другую комнату, я мыла посуду, я пыталась отвлечься, я плакала, и я не знала, как мне поступить и как из этого выйти. Он делал ей массаж на все тело. Это было после бани, он просто ее ложил на диван, он брал масок. Он просто смазывал ее всю. Она полностью раздетая в этот момент была. Он смазывал всю массу, он просто массажировал ей все тело полностью, затрагивая также интимные органы и грудь. Просто он ее массажировал, гладил, и он это объяснял, что я это не делаю, мама. Мама этого не делает, это очень плохо, это надо обязательно делать. Что массаж очень важен, потому что у нее там спинка сутулая, нужно это делать. Потом она переворачивалась, ложилась на живот, и он просто массажировал ей все тело. Просто очень тщательно, очень долго. Это могло продолжаться в течение часа. Она сильно боялась отца, она не противилась. Она просто лежала, но ей это было крайне некомфортно, ей это было просто... Ей очень плохо было в тот момент. Ей было стыдно. Я также не могла повлиять, потому что я пыталась, я говорила: перестань, прекрати, мне это неприятно. За что было просто обвинение, что я неправильная, я ничего не понимаю, и что я сама не занимаюсь здоровьем детей. И если бы не он, то дочка бы давно уже была горбатая. То есть он давил на меня как на плохую маму, как на человека, который не интересуется здоровьем своих детей. И это было очень много обвинений просто в мою сторону. Если я бы продолжала дальше, это просто закончилось бы большим скандалом и побоями. Я его тоже боялась. И мысли о том, что я какая-то неправильная, также у меня присутствовали только сейчас, когда пришло время, когда я работаю с психологом, когда я понимаю, насколько страшные вещи он делал, и что за это просто у него будет наказание. Сейчас я понимаю, что надо было просто кричать, об этом говорить, не бояться. Маленькие девочки воспринимали это как должное. Было некое смущение, но так как они в этом выросли, то есть это длится на протяжении 5 лет, а 3 года последние это особенно ярко. То есть они на этом выросли, и они это воспринимали как должное. Но некое смущение, особенно у 10-летней, я видела, конечно, что она смущается, она не хочет. Также были моменты, когда он просто дочку ставил перед зеркалом, полностью раздетую. Он говорил: нагнись вот так, повернись вот так. Смотри на себя, какая ты прекрасная, ты должна себе нравиться. И он все это время на нее смотрел в зеркале. И я просто видела, как ее щеки краснеют, как ей плохо в тот момент. Я ничего не могла сделать. Он говорил, что для самооценки это очень важно, очень нужно.
потому что она сильно замкнутая последние годы стала, и поэтому он помогает ей любить себя, помогает ей понять, что она прекрасна. Он мне массажировал грудь. Это я уже узнала на допросе. Просто подходил в баню, когда они мылись в бане. Но они не имели права сказать против или отказаться, сказать: нет, я не пойду в баню, я не хочу. Он не давал им такого шанса, это просто было в принудительной форме, в очень жестокой. Он очень сильно не избивал девочек, но они видели, как он избивает сыновей, и у всех девочек очень сильный страх был перед отцом. И даже я боялась очень мужа, потому что на меня он тоже неоднократно поднимал руку. Я подала на развод, и уже первый суд прошел. Сейчас скоро будет второй суд, и, я думаю, нас вскоре разведут. И я бы хотела, конечно, чтобы его лишили прав родительских, потому что я не вижу будущего у него вместе с моими детьми или у моих детей вместе с ним. Более того, мой сын, он уже задает такие вопросы. Максим, это старший сын, он говорит: мама, можно мне как-нибудь сделать так, чтобы не было у меня отчества, фамилии и отчества отца? И то есть у детей очень сильная к нему неприязнь, очень сильная. И я не хочу просто, чтобы он приближался к детям. Сейчас готовят на него уголовное дело. Сейчас он на свободе, он ходит, и он говорит, что я не виновен, что они все придумали, они хотят на меня плохо там сказать. Я заботливый отец, я любящий муж. Я всегда старался для своих детей. И он доказывает сейчас просто, что он очень хороший папа. Доказывает свою невиновность, он ходит и всем говорит: я невиновен, я хороший отец. Со стороны общества потом мне говорят знакомые, мне говорят наши общие какие-то друзья, что зачем ты, если он невиновен, зачем ты это все подняла? То есть со стороны общества есть давление, которое он оказывает на общество на меня. У меня есть охранный ордер, у него забрали ключи от дома, ему сказали не подходить не то чтобы дома, даже к нашей улице. На самом деле он ни разу к нам не подходил, то есть очень строго его ограничили полностью. На самом деле сейчас нам очень здорово помогает кризисный центр СИЗИ, который нам сюда в Бишкек помог нам приехать, и мы просто сейчас восстанавливаемся, получаем психологическую помощь. Нам дали жилье, и мы можем проходить нужные нам экспертизы сейчас. И мы находимся тут, в Бишкеке, проживаем я и 4 моих детей. Допустим, если малыш начинает себя плохо вести, ему старшие говорят: если ты будешь себя плохо вести, мы тебя к отцу отправим. То есть они пугают друг друга. Но ни разу не скучали, они ни разу не вспоминали в хорошем контексте отца. Это очень сложно. Я знаю, что у нас в стране много кто живет и мучается в семьях, от родных, от близких, страдает. И особенно когда такая ситуация, когда обвиняют женщину, когда говорят, что ты извращенка, если ты так думаешь, ты плохая мама, если раскиданы игрушки по полу, что на самом деле это не так, что надо просто знать свои права, надо обращаться, надо бороться, надо вызывать милицию, если вас ударили. Надо вызывать милицию, тем более, если нарушена половая неприкосновенность детей. Надо не терпеть, и надо понимать, что это не норма. Так женщина жить не должна, дети так жить не должны. Принимать действия, решаться, не бояться. И знать, что если женщина решится, то ее все поддержат. И государство, и общество все поддержат. Потому что надо не бояться, просто не бояться.